Ну что, ребят, время 5 часов вечера. Я затопил уже печку. И сегодня варить ничего я не стал. Потому что мне еды море. Он не тронутый еще. Рис с мясом. Короче, не хочется. Кефир. Сегодня я буду печь. Буду выпекать. Чуть-чуть оставлю. Попробую этот. Оладьи. Именно вот для выпечки я привез кефир, сырое яйцо. Не знаю, примерзло, замерзло или нет. Вроде нормально. Вот такой посуде. 2 штуки мне вполне достаточно. Хотел в таких лотках продают 10 штук. Хотел этот привезти, но я такие лотки беру на Желенецком оптовом складе. Но туда не ездил. Между прочим, один раз там мы встретились тоже с подписчиком. Ну, видно, смотрит меня. И я набираю курицы там. Вот, говорю, так мы и живем, охотники. Набираем курицу. И также, как сказать, яйцо там бывает покупаю. Так, у меня должно быть здесь. Так. Соду я привозил. Ну, соду я привозил, здесь оставил. Как бы сода бывает там тоже нужная вещь. Можно и еду приготовить с помощью соды. А можно и, скажем, горло заболеет, там можно соду с солью разбавить и полоскать горло. Соду гасить не буду. Потому что кефир он сам гасит. Так, это потом сполосну. В принципе, что тут? Яйцо, кефир, сода. Должно получиться что-нибудь. Как мы пришли, я уже не снимал ничего. Усталые. Дичи нету, чтобы поснимать. Но сегодня рябчиков, конечно, больше я видел. Так. Ну и мука. Муку придется, наверное, обратно увезти. Зачем я здесь оставить, там так испортится. Один раз так, вот, захотелось вот именно попробовать. Раньше, когда неделями, месяцами я в тайге жил, бывало и пробовал там хлеб пек. Однажды первый раз, вот когда я весной пек хлеб, и немножко я отвез домой бабушке с дедушкой. Да и говорю, попробуйте мой хлеб. Я как дитё радостный такой, вот сам испек хлеб в тайге. На первой избушке. Не скажу, что очень хорошо получилось, но хлеб в любом виде он
должен быть вкусным. Вот так. Ну, секрета никакого тут нету. Каждый, думаю, в каждой семье там оладьи пекли. Самый простой рецепт. Не надо заморачиваться. Можно еще сахарный песок чуть-чуть добавить. А, соль еще надо, соль. Чуть не забыл. Соль-то нужен. Ну, примерно вот так, наверное. Пересолить бы. Так, чуть-чуть, наверное, еще меньше. Главное, чтобы не пересолить. Завтра думаю сходить на, ну, за рябчиком, на охоту на рябчиков. Охота на рябчиков будет. Собак не буду брать. Они действительно устали. Ну и рябчиков с ними не погоняешь там. Они-то погоняют, а стрелять ничего не удастся. Сегодня уже возле речки, когда шел, думал, зачем я... Ну, без собак никак тоже там. Я надеялся, что глухаря увижу там. Получится это, добыть. Но совсем по-другому сегодня вышло дела-то. В следующий раз, наверное, такую банку я привезу муку. Или я оставлю в этой банке. Не, лучше свежую, наверное, привезу. В такой банке. И вполне достаточно будет. В общем, сейчас я до готовности приготовлю тесто и будем жарить. Процесс пошел. Жару как-то маловато, я думаю. А так, вроде ничего получается. Сегодня будут лепешки липнуть друг к другу. О. Так. Многие охотники хлеб пекут. Ну вот, пару буханок в такой печке. И всегда свежий хлеб получается. Ну, я с чаем сегодня это попью. И тоже ништяк будет. Вот такой румяный получается ладушки. Буквально стакан муки у меня ушло. Так что
килограммовый. Банку в следующем году привезу еще. А это обратно в муку увезу, потому что сейчас зимой, если приду, конечно же, печь там где еще, нет, не буду. У меня дофига хлеба осталось, я это не увезу. Хлеб оставлю. Ой, на улице уходил. Честно. Так, чаек, наверное, попью. Чайник старый, блин. Все старое, чайник старый. Ай. Новый так и не прикупил. Что-то новые чайники тоже хлам продают, в общем. Если только пластиковый брать. А эмалированные чайники. Ну, не эмалированные, а керамические. Или что это, из чего, из какого материала? Неплохо. Ну, плохо льется, тоже в сторону льется все. Вот смотрите, что у меня получилось. Вот такое творение искусства. Целая тарелка. Очень вкусно. Я пока жарил, там штук 5, наверное, съел. Как семечки. Очень вкусно. Для этой порции, наверное, яйцо даже одной хватило бы. Чувствуется чуть-чуть запах яйца, вкус яйца, я имею в виду, и соды. А так нормально. Очень вкусно. В столовых, ну, в столовые там продают, но там, конечно, пышные, получается, продают. Но на дрожжах, наверное, делается вообще это дело. И со сметаной там можно прикупить. Короче, все, наверное, на сегодня. Болтать больше не буду. Я буду продолжать пить чай, ну и отдыхать. Отдыхать. Сейчас 6 часов. Ну, до 7 можно полежать. А в 7 уже я буду ложиться. Радио ничего не ловит. Все иномарки там поют там. Ну. Ни одной русской волны. Вот это жизнь. Живем в России. Центр России, Комреспублика. И о, алло, алло, алло. Все китайские или я не знаю, какие каналы. Хоть это послушаю. Ладно, ребят, до завтра. Сейчас уже начинается дождик. И завтра обещают дожди. Сейчас я позвонил домой. Завтра, послезавтра и в дальнейшем дождливая погода. И чуть-чуть потепление, ну не чуть-чуть, а потепление идет. Так что
Завтра посмотрим, что делать дальше. А я думаю, планы у меня обратно возвращаться домой. Наохотились нормально. Пожили в одиночестве. Так что давайте до завтра. Я пью чай и отдыхать. Утро 12 октября. Я сегодня проспал. Уже расцветает. Ну, еще до выхода в лес полчаса. Но я обычно в 4 утра встаю. Затапливаю печку. Ставлю чайник, чтобы сварилась, скипятилась. А потом уже собираю рюкзак и выхожу в лес. Сегодня я встал в 5 утра. Ну, у меня будильник так ошибочно сделал. 5 часов встал, затопил печку. В принципе, все успеваем. Сегодня собак я брать не буду. Будет одиночный поход в тайге. И буду охотиться на рябчиков. Возьму сегодня север, ружье. Посмотрим, что получится. На улице немножко уже дождь идет. Не скажу, что хорошая погода. Мерзкая погода вообще на улице. Все затянуто облаками. Да и сегодня, завтра и послезавтра все время будут такие дождливые дни. Выходил, собаки даже из будки не выходили. Они уже все. Им надо отдохнуть. Они сутки, наверное, где-то вот пролежат, отдохнут, потом по утрам начнут выходить. Олег вышел, значит, надо выйти, он будет брать с собой в лес. Да и сейчас мы, вот скажем, если завтра поеду обратно домой, они дома в вольере будут спокойно себя вести где-то, дней 3-4. Их я не буду слышать. Они будут лежать, спокойно спать, лежать, спать, лежать. Они устают. Хоть какая собака, если активно несколько дней бродишь, они уже неделю непрерывно сколько километров пробежали, они просто физически устали. У них мышцы устали, все устало. И им тоже надо отдохнуть, как и человеку. Вот и я тоже уже, есть усталость, но я выспался, я вчера в 7 часов лег, и считай, сегодня 5 часов встал. Было очень жарко, где-то часов 10 вечера я вставал, мне было очень жарко, я открывал дверь, там проветривал помещение, потом уже опять заснул и вроде как спал. Ну все, сейчас дождусь, когда закипит чай. И у меня уже все собрано. Остается только термос, набрать чай и выходим, посмотрим, что из этого получится, какая охота. Сегодня будет охота на рябчиков. Так, печка еще горит. Дрова еще не закончились. Я собрался, 6 часов 3 минуты. Бездельники у меня лежат. У вас сегодня выходной? Да. Да. Хочется и колется. Устали. Отдыхайте. Пока дождя нету, даже плащ не одел я. Идем. По старой тропинке. Сперва по тайге буду ходить. Потом выйду к речке. И вдоль речки буду спускаться. Подниматься-то есть. Сейчас пока ниже по течению пойду. Но только по тайге. Такой кружок сделаю. Первые рябчики, ребят. Что-то вроде подлетает один.
вообще уже подлетела. Не знаю, куда выстрелил. Ой, неправильно сел он. За дерево. Упал далеко. Живая птица убегает. Вон уже где. Вот он. Не могу догнать. Все. Догнал. Фух. Наша птица. Тут, помнится, вроде я вешал в прошлый раз рябчика дохлого, которого нашли. Ну, след простыл. Звери уже утащили его. Вот тут он висел. Не знаю, или куница, или еще какой зверь утащил. Ну, даже перьев нету. Не знаю кто. В течение полчаса уже впустую веду. Свищу, но никто не откликается вообще. И здесь в прошлый раз мы проходили с собаками. Тут рябчик одного я тоже видел. А сейчас вот посвистел. Ноль. Видно, ушел отсюда. Мои зачесы. Здесь у меня переход через сырое место тоже. Ну, чтобы не блуждать, я зачесами сделал. И всегда тут перехожу. Здесь более-менее сухо. Где-то ширина метров 200, наверное. Пока одного добыли. И молодой, совсем молодой самец оказалось. Рябчик. Короче, пуля хорошо в бок попала. Без крови, без ничего. Я уже засомневался, что вообще другой рябчик. Какой-то не умеет летать или что с ним. Даже подбородок у него такой, перья не такие длинные, а ну, молодой петушок такой. И, короче, думал, это совсем другой рябчик, а мой намертво упал, ну, такой звук, жбук так услышал. Но внимательно разглядел и увидел, в общем, я там в боку
отверстие. Пуля зашла, кровь не выходит ни хрена. Ну, это наш рябчик. Пришлось погоняться, конечно, за ним. Ну, бывает на охоте такое. Это хорошо на земле, а когда утку подраниваешь, начнет так по воде бегать или же нырять. Сколько подранков теряем. Так что некоторые, наверное, также думают, что жалко птицу еще. Не надо жалеть. Это охота. И на осенней охоте я безжалостный. Кто был, там не был, молодой или старый, все для меня осенью это добыча. И вот трудно достается даже вот такая добыча. Сколько приходится ходить, искать, добывать, стрелять, промахиваться. Первый раз я дернул, не с привычки, потому что и частенько, наверное, из карабина так тоже дергаю. Потому что карабин сильно бьет, и когда редко стреляешь, от такой отдачи, ну, автоматически самосохранение человека, или я не знаю, некоторые глаза закрывают, некоторые дергают курок. Вот и первый выстрел у меня. Я сам видел, как я дернул, поэтому не попал. А второй выстрел, он был точно в цель. Куда я прицеливался, туда пуля и пришла. Ну а птица, вот, смотри, с такой раной и улетела и убежала. Крепкие они. А косачи, кикерева, они вообще ужасно крепкие. Они крепче даже глухарей на рану. Кто бы что бы мне не говорил, но я немало уже настрелял их. Когда, как, они падали в каких случаях. В разных случаях, разными ранами. Кто-то улетал, кто кого-то находил. Всякое бывало. Так, ну ладно. Здесь хреновое место, я поболтал. А там я буду снова свистеть. И до первого рябчика, конечно же, пока не включусь. Пауэрбанк я не взял, чтобы много снимать. А так, изредка, конечно же, буду включать, если что-то увижу. Вот такое место хреновое. Но это, если сравнить с вчерашним походом, где я проходил, это рай. Вчера вообще жесть. Целый день мы бродили, блин. И даже один патрон не выстрелил. Ну, по банкам еще постреляю я. С карабином, наверное, уже. Сейчас вот осенняя охота у меня заканчивается. До первого снега. А по банкам я еще перед отъездом постреляю, может.